Да, включил. Раз. Щит. Раз. Звук есть? Еще давайте проверим быстренько. Да, бери. Вешаем на одинаковую длину от рта, чтобы не было большой разницы. Не, ниже. Хорошо, ладно, здесь так здесь. Секунду. Не голову, да? Ну да, где-то так. Просто однажды было, Женя и Нюк, мы с ним работали. Вешаем на одинаковую часть от рта, чтобы не было разницы. Блин, Зайцева, конечно, хочется на поле уже увидеть наконец-то. Важнейший футболист. Потому что в этом сезоне все позиции закрыл уже, наверное. А? Говорю, все позиции закрыл, кроме центрального защитника. Да. Я не знаю, чего он не пришелся ко двору, он же там ездил на просмотры зимой. А куда он гонял? Слушай, куда-то в первую. И в Дуб.
дубль вроде динамовский, не помню, что это было. Слушай, мне кажется, это он, ну, 100% по качеству, ну, по-любому первая лига. Да, не знаю, чему там не ко двору. Раз. Раз, Мы два, три. вещаем со Так, стадиона слышно. РЦОР БГУ. Кромкачи, Динамо, БФСТО. БФСО просто. БФСО. БФСТ. БФСТ это Да, по-белорусски. да. Вторая лига 2024 года, региональный этап, Минский дивизион, стартовый состав, НФК Кромкачи, Дюшор, БФСО, Динамо. Мы в эфире? Нет еще, нет. Ну а что, вот когда можно это читать, зачем мне что-то еще? В целом, да. Главный судья Иван Ковальский, его ассистенты Вадим Князев и Илья Зернятко. Зернятко или Зернятко? Интересно. На первый. Зернятко. Зернятко. Но больше по-белорусски больше Зернятко. Четвертый судья Данила Тарахович, инспектор Сергей Гуща. Делегат матча неизвестен. Виталий Гмантович, Никита Овсяник, Коскина Миката, Арсений Стариков, Андрей Хацкаволец, Евгений Гордейчик, Алексей Баранов, капитан команды, Евгений Лизаренко, Данил Дорожко, Вячеслав Попава и Тимофей Мельник с краю в обороне. Кирилл Жуков, Евгений Веселов, Матвей Леонов, Илья Кищук, Дмитрий Дервышевский, Иван Кислейко, капитан команды, Антон Станкевич, Алексей Беспалый, Максим Валентюкевич, Денис Каморный, а также Олег Лапин, главный тренер Виталий Петрусевич, Сергей Васильевич Козека. Алексей Дашкевич, Анушла Дудька, Максим Казуренко, Иван Коленский, Иван Аскерко, Алексей Изрезов, Егор Антонович, Сергей Ланько, Никита Кухтик, а также Павел Геров. Ну ладно. Козюренко выходит и Януш. А, Кухтик, да. По готовности, как есть, да, можно начинать. По плану все как раньше. Входим в эфир. Я рассказываю что-то, кто забил, после чего представляем составы. И дальше уже включаемся, включаемся вдвоем после того, как я представлю общую фабулу, что у нас тут происходит, 5-1, и после этого составы уже вместе. Договорились. Вот. Ты можешь зачитать, в принципе, хозяев, если хочешь. Я гостей начну. Хорошо, хорошо. Не, хотя стоп. Тогда лучше, чтобы я тебе передал слово, ты зачитал, наверное, гостей, а я тоже хозяев. И потом пойдем уже по всему, что будет. Можно шпаргалки тоже использовать в течение матча, если там будет где-то пустота, которую можно будет заполнить. Евгений Веселов, номер 2. Матвей Леонов, номер 3. Илья Кищук, номер 4. Дмитрий Дробышевский, номер 8. Иван Кислейко, номер 10, капитан команды. Антон Станкевич, номер 14. Алексей Беспалов, номер 15. Максим Валентюкевич, номер 17. Денис Каморный, номер 22. Олег Лапин, номер 25. Это стартовый состав. Изменений в перерыве не произошло в составе БФСО «Динамо». Передам тебе слово представить наших хозяев сегодняшнего игры. Да, здесь будет немножко труднее. Кромкачи сегодня выступают в черном комплекте формы. Состав следующий. Номер 1 в воротах. Да, ну вот пока послушаем диктора, он нас несколько перебивает каждый раз. Номер 16 Евгений Гордейчик. И номер 83 Тимофей Мельник. Дякую за него. И вот еще одна передача. Уже на Евгения Лизаренко. Но атака ничем не кончается.
Номер 17, Козыренко. Матир Зеленко. Козыренко на фланге. Номер 96, Никита Высокая Кукин. подача, дорожка. Здорово кулаками играет голкипер Динамо. Удар по воротам от Коски. Хороший подбор Коски, наносил он удар, и есть уже первый звоночек у ворот Динамо во втором тайме. Ну что, а мы продолжим. То, что так и не закончили. Крумкадши в встречном составе сегодня. Номер 1 в воротах Виталий Загмантович. Номер 17 Максим Козыренко. Номер 5 Януш Ладудько. Номер 7 Коскина Миката. И есть момент, он наносит удар, и Вячеслав Попало забивает 6-й гол в ворота БФСО «Динамо». Смогли перехватить, и сразу кинжальный удар, и есть первый гол Вячеслава в этом матче. 6-1. Поздравляем Вячеслава с этим голом, очень долго к нему шел. В первом тайме, наверное, обстрелял он все ворота, вернее, весь каркас ворот «Динамо», и смог он сделать наконец-то это, забить этот мяч свой. Вы знаете, дорогие зрители, когда мы смотрели этот матч, как обычные зрители, в первом тайме, мы все сокрушались, как можно было в буквальном смысле облизать каждую стойку ворот и перекладину, причем еще по несколько раз. Нашим футболистам. Вот да, Слава Попало. Слава Попало забивает этот гол. Пара-пара-па-па-па-па. Вот так вот. Ну а мы продолжаем с составом, может продолжаем и с забитыми мячами. Пока не очень понятно. Развивается матч стремительно. И мне даже не просто представить состав играющих сегодня футболистов в составе Крумкадшо. Я отмечу то, что в первом тайме, в общем-то, играл довольно сильно ротированный состав. Сергей Козека в перерыве внес довольно сильные изменения именно в оборонительную линию. Появились на поле, в частности, Януш Ладудько, Максим Козыренко, а также Никита Кухтик. Ну, а мы продолжаем. Андрей Куцковольц, номер 13, 21 Евгений Елизаренко, 33 Данил Дорожка, 77 Вячеслав Попало, а также 96 Никита Кухтик. Вот такой состав Крумкадшоу на данный момент. Ну что, еще одна передача. Елизаренко зацепится за мяч. Низкая передача в штрафную. Здесь на подстраховке здорово играют футболисты «Динамо». Будем еще разбираться мы. Да, я думаю, что у нас пока есть еще пару секунд времени, чтобы Крумкадши не забили 7-й гол. Представлю еще бригаду арбитров и закончим с официальной частью, чтобы... Да, главный судья сегодня Иван Ковальский, помогает ему первый помощник Вадим Князев, боковой арбитр Иван Зернятко, четвертый арбитр Данила Тарахович, инспектор матча Сергей Гуща. Ну что, «Динамо» в атаке. Мяч уже под штрафной. Здесь же непроходимая стена футболистов Крумкадшоу, но выходит на ударную позицию футболист «Динамо». Удар. Загмантович. Да, одна из немногих атак «Динамо» закончилась ударом, и Загмантович исполнил немножко Мануэля Нойера, покрутил, дал точную передачу на Арсения Старикова. Арсений Стариков разгоняет уже атаку, Баранов с мячом. Быстро передача на Коски, снова на Старикова, и мяч на фланге, Данил Дорожка. Дорожка сегодня, в общем-то, забил не только нужный гол, но еще и очень эффектный. И знаете, в чем интересный момент? На взлете Крумкадшоу, на мероприятии традиционном для футболистов и болельщиков, которое прошло уже в 7-й раз подряд на прошлых выходных, одним из конкурсов для футболистов как раз-таки было наиболее эффектно забить мяч с фланговой передачи. И вот сегодня Данил Дорожка, видать, натренировавшись на конкурсе, реализовал свою бисеклету, скорее даже боковые ножницы, и с передачи Вячеслава Попалы просто блистательно положил мяч в угол. В противоход Кириллу Жукову, который сегодня, напоминаю, защищает ворота «Динамо». «Динамо» в целом только одну победу в этом чемпионате пока что одержала. Произошла она не так давно, буквально с 1,5 месяца назад. Обыграли они Туркспор. Туркспор, увы, беспросветный аутсайдер этого чемпионата, с минимальным счетом 2-1. В дальнейшем было 4 поражения подряд. В общем-то, 11 поражений суммарно у этой команды на данный момент в пассиве. Коски перехватывает мяч в центр. Здесь же передача, и вот непонятно кому. Стариков не откликнулся на самурайский призыв Коски подключиться к атаке. А здесь уже динамовцы ошибаются. И приходится с трудом вылезать из этой сложной ситуации. Да, и сразу, прессинг, да, очень быстрый прессинг Крумкадшоу не дают поднять голову футболистам «Динамо», и сразу буквально вгрызаются, можно если так сказать, в глотку, но в ноги, скажем по-доброму. И не дают просто ничего сделать футболистам «Динамо», и полное владение, полная доминация Крумкадшоу во втором тайме.
И попала Да, с мячом, пожалуй. уже входит в штрафную, делает передачу на дорожку, но была заблокирована эта передача. И отбивается один. Так назвать, потому что я помню, что они уже достаточно тоже вместе играли, забивали много. Но они сегодня и функционально чисто связка, потому что сегодня Сергей Козека принял решение играть с двумя выраженными нападающими. И Иван Коленский, Сергей Сергей Лынько Отбываются две замены. играют на привычных для себя позициях. Не всегда они играют вместе. Реже играет Иван Коленский реже и забивает. Но сегодня у него есть шанс раскрыться, шанс вернуться в этот сезон. Возможно, не самый удачный, по сравнению с тем, что могло быть у Ивана Коленского раньше. И все же. И в этом сезоне Иван Коленский забивал. Чуть позже, возможно, скажем подробнее, пока посмотрим за тем, как проходит атака «Динамо». Лезут вперед динамовцы, лезут активно. Надо сказать, что последний матч не проводили с футбольным клубом «Автозаводец Трактор». Уступили со счетом 7-2. Ну, видишь, 2 мяча-то забили. И сегодня без забитых мячей не уходят. Пускай и не своими руками. Но все же. да, сегодня пока забивают только Крумкадши, но все-таки один гол в свои ворота. Подача. И да, наносил навес, наверное, или да, навес был на Алексея Баранова. Нет, это был Андрей Кухоцковолец. А поменялись, кстати, позиции. Андрей Кухоцковолец ушел на фланг, был он в первом тайме центральным защитником. И оказался уже на острие атаки, мог забить, подставить гол и забить мяч. 8-й уже. Кухоцковольцу, в общем-то, не впервые играть на фланге, не впервые созидать впереди. Было время, когда, в общем-то, именно такую позицию он занимал даже чаще, чем центрального защитника. Напомню я, что в прошлом сезоне со временем Крумкадши трансформировали несколько свою формацию на поле в 3 центральных защитника, и там нашлось наиболее стабильное место для Андрея Кухоцковольца. Напомню я, что Андрей не так давно вернулся в состав Крумкадши из Пинской волны. В первой лиге также он поиграл, пускай не очень много, но мы, безусловно, желаем удачи и желаем Андрею Кухоцковольцу в первую очередь, конечно, в первой лиге и в высшей лиге играть, но уже в составе Крумкадши. Да, согласен. Андрей, мне кажется, вернулся еще более сильным футболистом. И по первому матчу это уже сразу бросается в глаза, что как будто прошел уже немножко школу первой лиги и почувствовал. Врывается в штрафную. Лынько, передача. Нет адресата. Кухоцковолец. Но он далековато. Кухоцковолец мяч удержал. Против него 22-й номер «Динамо». Довольно активно сегодня. Также крайний защитник Денис Каморный. Ну что, разрезающая передача от Баранова. Готовился как будто к удару Алексей Баранов, но так и не решился его нанести. Сделал хитрую передачу на Лынько. Наверное, никто не ожидал, что, в принципе, такую передачу он сделает. Ну и, к сожалению, не разгадал замысел Сергей. Ничем-то не закончилось. Да, увы. Ну а здесь тоже передача неудачная. «Динамо» вводит из-за боковой. Януш. Стариков. В борьбе. Сохраняет Януш мяч для своей команды, да, поставил в спинку и ведет мяч Андрей Кухоцковолец. Лынько с мячом. И что, офсайд? Да. Неудачно Сергей Лынько оказался не в том месте, не в то время. И пусть запоздало, все же судейская бригада отмечает, что находился он в положении вне игры. Елизаренко. Новая атака Крумкадши, сохраняет мяч Лынько, мяч у Коски. Арсений Стариков передачу хотел дать на Ивана Коленского, но перехватили и быстро атака «Динамо». Сможет получиться или нет? Нет, сразу стоит стеной просто. Арсений Стариков, как и должен, на пути футболист под номером 14 Антона Станкевича. А вот и свободная зона на фланге. И что, пошли динамовцы вперед. Есть варианты впереди. Есть и Максим Валентюкевич на острие атаки. Хорошая фланговая передача на Беспалова. Беспалый примеривается. Каморный. Хорошо выцеливал Каморный и заработал угловой удар. Да, наверное, вообще один из первых угловых в этом матче, потому что я не помню, что вообще, в принципе, были в первом тайме. Нет, были пару угловых у футбольного клуба Крумкадши, немного. Ну, первый, наверное, удар, первый угловой урод Крумкадши. И посмотрим, как футбольный клуб ФСО «Динамо» сможет как-то реализовать свой момент. Пускай хоть и не самый такой однозначный, но тоже шанс. Для Крумкадши, в общем-то, статистика забитых пропущенных такой большой роли не играет. Увы, находимся мы сейчас на 3-м месте
в турнирной таблице. Обходит нас пока что автозаводец «Трактор», обходит в первую очередь по критерию личных встреч, но об этом чуть позже, потому что атака Крумкачева развивается, передача на фланг не прошла. Елизаренко здорово отдает на Козюренко. Козюренко взорвался. Козюренко, ну что, можно бить? Лынько заблокировали. Спасли буквально. На линии вратарской этот мяч задержался, а тут же и Баранов борется. И Баранова очень изящно убрал сейчас с своего пути 8-й номер «Динамо». Обратите внимание на этого смелого футболиста Дмитрий Дробышевский. К слову, мне кажется, что не первый сезон он проводит в составе «Динамо». Если я, конечно, ничего не путаю, но видишь, насколько разные роли он на себе примеривает. В прошлом сезоне «Динамо» было очень крепким середняком, и 2 тяжелейших матча провели Крумкачи с ними. В стартовом матче одержали волевую победу с счетом 3-1. В матче, который прошел в дальнейшем в конце июля, было еще сложнее, потому что отыгрывались с 2-0 и в итоге завершили матч со счетом 3-2. Это было феноменальное возвращение Арсения Старикова в состав нашей команды. Дорожка, нет, не Дорожка уже. Лынько это было, это давал был, передачу на Коленского. Коленский, да, Коленский, уж похожи они с Дорожкой, на самом деле, что по комплекции, что по прическе, и только номер издали дает нам знать. Это Иван Коленский. И контратака «Динамо», 22-й номер. Денис Каморный на правом фланге атаки отдает передачу своему партнеру, разворачивает 17-й номер. И накручивает он нашу защиту и зарабатывает вблизи штрафной площади Крумкачев. Очень опасный штрафной. И готовятся замены. Интересная замена готовится в составе «Динамо». На поле появится Артем Федоринчик, который является голкипером. Да, 7 мячей сегодня пропустил Кирилл Жуков. Не сказать, что во всех была его вина, скорее просто сказывается разница в классе. И все же свой шанс получает Артем Федоринчик. Или Федоринчик скорее. А также Глеб Зайцев. Да, 77-й номер вышел на поле. Честно говоря, не увидел, кто покинул состав. Сейчас боковой арбитр как раз-таки намеревается, мне кажется, показать все замены. Но об этом мы, наверное, расскажем чуть позже, потому что очень опасный штрафной ворот Крумкачев и готовится. Алексей Беспалый поле покинул. Вместо него Глеб Зайцев. Ну а возле мяча пока что, по-моему, Валентюкевич. К слову, номер 17, активно сегодня выступающий впереди. Ну что, разбег, удар. Загмантович точно в нашего голкипера. И начинается атака Крумкачев. Коленский. Он на фланге, его активно встречает сразу же футболист «Динамо». Грамотно встретили футболистов Крумкачев. Сейчас динамовцы. И, кстати, это был как раз-таки Валентюкевич, тоже Валентюкевич, 17 номер. Пока самый яркий игрок в составе «Динамо». И один из самых ярких, если быть точным. Все же яркостью сегодня «Динамо», увы, похвастаться не может. Но выделяется он на фоне своих одноклубников, скажем так. Ну, давай честно, перед нами команда очень молодая. Самый опытный футболист, причем с отрывом опытный футболист Антон Станкевич. Но об этом позже. Еще один удар. Баранов заходил на дубль. В отчаянном подкате смогли отбиться нашу атаку футболисты «Динамо». Не изменился на счет на табло. Андрей Кусковолец быстро вводит мяч. Коцкий с мячом. Ищет кому дать передачу. Да, находит Ивана Коленского. Иван Коленский. Сергей Лынько снова на Коленского. Коленский идет на Баранова. Баранов идет на Коцкий. Мельчат наши футболисты. Мяч у Козыренко. И просто все команды уже находимся в чужой штрафной. И пока ничего не получается у нас. Найти какую-то щелочку. И Елизаренко! Прекрасная передача Елизаренко на Коцкий. 8-1. Коцкий забивает тоже в этом матче свой мяч. И при практически нулевом сопротивлении. Крумкачи все ближе к рекорду своему. Я думаю, все-таки, наверное, он случится сегодня. И все же, знаешь, неприятно, что совершенно никакого сопротивления «Динамо» не смогло оказать сейчас. Все же хочется смотреть футбол, а не избиение. Ну, со временем, как «Динамо» теряет по ходу матча свежесть, теряет физические кондиции, все труднее и труднее футболистам оказывать сколь угодно достойное сопротивление. Ну, а надо сказать, что и скамейка довольно достаточно короткая скамейка у «Динамо», да, и хоть и команда молодая, но в любом случае 90 минут бегать — это задача не из легких, и
какой бы футболист бы не был, ну и возможно, всё да, с же. этим связано. Нужно понимать то, что у «Динамо» еще и скамейка небольшая. Как опасно! Коленский классно смещался в центр и бил обводящим ударом. Всего 3 футболиста на момент осталось у Виталия Петрусевича в активе. Все, кто могут усилить игру, это Максим Шубин, Дмитрий Аксенчик и футболист с очень интересной фамилией Арсений Страх. Вот так. Уже страшно. Да, немножко... Ну да, небольшая шутка юмора на 66-й минуте при, в общем-то, уже понятном счете, при убитой интриге. Никто сегодня не умер, кроме интриги, пожалуй. Ну, мне кажется, одна интрига все-таки Офсайд. сохраняется. Я все Или же угловой. топлю, чтобы мы поставили сегодня свой рекорд. Да, хочется да. иногда и такое. Нужно даже для того, чтобы новый контент появился у нашей пресс-службы. Да, и знаешь, что мне еще второй момент, почему мне еще хочется? Я хочу увидеть наших резервистов, футболистов, которые не так много времени получают в этом сезоне. И мне кажется, вот сам уже тот момент выпустить, дать их нам силы сыграть. И могу их представить в целом. На воротах у нас запасные игроки у нас. Вратарь Алексей Дашкевич, номер 19. Януш Ладуська уже вышел на поле, Максим Козыренко. Иван Аскерко, номер 23. Ну что, еще один удар. И что, заход на гол. С ленточки буквально спасают футболиста «Динамо». Вот и Коленский. Коленский на скорости вошел в штрафную. Передача в центр. Ну что, можно забивать пяткой. Как блистательно играет сейчас голкипер «Динамо». Бог ты мой. Буквально с ленточки выносит он дважды. Называется Куктик. Передача пускай и довольно длинная, а все же... А вот это интересно. Красная карточка. Кому? «Динамо». Неужели из тренерского штаба? Неужели Виталий Петрусевич договорился сейчас? Интересно, что же так взбесило пока неизвестного нам героя со скамейки. Да, похоже, что это именно член тренерского штаба. А может быть и нет. Да, есть ощущение, что он какой-то спор произошел Так, с резервным арбитром. понятно, что произошло или же нет? Кто уходит? Ну вот подсказано, что тренер, но до конца так и непонятно. Отказывается уходить? Говорит, что мне и здесь хорошо, но непонятно. Вот пытается договориться сейчас резервный арбитр. С ним. Ну вы слышите требования болельщиков? Не хотел уходить очень долго футболист. Нет, не футболист, тренер. Да, главный тренер команды. Да, заставили его покинуть. Козыренко с мячом отдает на Загмантовича. И начинаем атаку от ворот. Быстро вводит вперед на Ивана Коленского. Иван Коленский отдает сразу передачу Баранов. Нет, это был Ковсковолец. И отыгрались они в стеночку между собой. Ну, догнали Ивана. Ну что, со всех ног бежал Коленский, а все же его опережает Глеб Зайцев, свежий футболист. Не менее свежего Ивана Коленского он догоняет. Ну, вот вопросы возникают. Обстроенный скоростяк. Каморный разобрался здорово. Валентюкевич. Дробышевский. На фланге Дробышевский. Проходит дальше. Серия обманных движений против Коцковольца. Лынько. И побежал Иван Коленский в контратаку. Есть оперативный простор, но немножко неправильно подобрал он ногу и отдать. Пытался он отдать Егору Антоновичу, но... Ты знаешь, оперативный простор очень быстро исчез. Стоило только одно движение, не очень верное, сделать Ивану Коленскому. И сразу же оперативного простора просто не стало. И уже да, не подобрал с тремя. Не подобрал он ногу и не смог он
сделать еще одно ускорение с мячом и оторваться от защитников «Динамо». Зигмантович под прессингом. Напрашивается вынос. И точно, на грудь красиво принял сейчас Козюренко. Антонович. Антонович скоростной футболист, очень быстро перебирает он всегда ногами. Пожалуй, такая отличительная черта, просто как по этой физиогномике просто можно выделить. Да, да, Егор, да, можно можно узнать по технике даже бега. И да, такой... да, вот именно, что очень быстрая работа, как будто бы знаешь, где другой сделает одно касание, Егор сделает два, и при этом совершенно без угрозы своей динамики, потому что в целом очень быстрый футболист, умеет он разбираться классно с мячом, и без мяча смотрится здорово, ну а как он бьет, причем с обеих ног. Да, он такой... Надо смотреть, друзья, здесь рассказывать, в общем-то, нет смысла. У нас еще есть время, целых 17 минут основного времени, плюс, я думаю, буквально пара минут дополнительного, просто потому что, в общем, так положено, скорее. Да, за счет замен, за счет такого большого количества голов, что да, есть пауза в игре, в любом случае, 1-2 минутки дежурные. Главный арбитр добавит. Смысла у них большого не будет. Не сыграют они такой большой роли, как и в матче с Трактором. Уж прости те, что вспомнили. Да. Когда за 5 минут дополнительного времени, компенсированного времени, Крумкаши упустили победу. Очень надеемся, что такого в этом сезоне мы уже не увидим. Подача. Ланько первый на мяче. Мимо. Близко прошел мяч, и есть нарушение, либо же просто повреждение в игровом моменте. Артем Федоренчик оказался на газоне. Да, подскажите мне, друзья, возможно, я неправильно произношу фамилию этого футболиста. Я думаю, что если нам подскажут, мы в любом случае принесем извинения, но пока согласно протоколу будем называть. К сожалению, у нас, да, в протоколе не ставят ударение, на какой слог обращаться можно футболистам. Увы. Ну, в данном случае я надеюсь, что и сам Артем, если что, на нас не обидится. Более того, я отмечу то, что Артем сегодня проявляет себя здорово. Уж и больше могло быть мячей в воротах «Динамо», если бы не его усилия и игра до конца. Можно сказать, до победного. Как бы иронично это ни звучало. И Взрезов отыгрался здорово. Егор Антонович здесь же в одно касание попытается прокинуть мяч вперед Сергей Ланько. Очень он любит это делать, и в попад, и не в попад. И прокидывает снова Ланько. Сейчас на данный момент удачный. Баранов выиграет 1-1. Есть 10-й мяч в ворота «Динамо». Алексей Баранов. По-моему, как раз таки мы рекорд еще не обновляем, но, по всякому случаю, догоняем самих себя. 10-1. Такая разница сегодня забитых и пропущенных мячей. И у Крумкашева остается еще время, чтобы продолжить эту голевую феерию. Знаешь, я скажу, что табло рассчитано всего лишь на 19 забитых мячей на стадионе Рецорбегу. Сомневаюсь, что больше нам понадобится. Но все же Крумкаши, мне кажется, впервые в домашних матчах забивают больше 9 мячей. Или же даже больше 8, наверное, не забивали. 9 против Энергетика было. Нет, это был выездной, да, выездной матч. Да, была выездная встреча. Да, «Динамо» волнообразная такая тенденция. Позапрошлом сезоне, когда Крумкаши играли с ними первые матчи, «Динамо» также было не такими мальчиками для битья. 2 раза проиграли, 2 раза с счетами, если я не ошибаюсь, 7-0 и 6-1. В этом матче, пожалуй, ну, к сожалению, да, такое случается в футболе. Разница, но про прошлое мы уже говорили. 2 достойнейшие игры с новым «Динамо», 2 труднейших победы Крумкашева. Еще одна передача, и что? Здорово играет Федоренчик. Спасает он свою команду, но продолжается атака Крумкашева. И вот-вот уже, наверное, случится 11-й мяч, потому что не даем мы просто «Динамо» поднять голову и давим. Но игра продолжается. Да, пишут нам, что слегка подвисает видео, друзья. Ну, что есть, то есть. Надеюсь я, что со временем, может быть, и трафик интернета немножко улучшится на стадионе, потому что я смотрю, что повисла такая сплошная пасмурность. Возможно, и это свое привносит. Ну что, передача еще одна. Классно пропускал Сергей Ланько. Можно развивать атаку. И второй темп она имеет. Евзрезов. Козюренко под себя убрал. Кухтик. А может и навесит? Но нет, есть Егор Антонович. Егор в центр сместился. Передача в центр. Не прошла.
Продолжается атака Крумкачева. Януш Ладуцько от своей половины поля, уже можно сказать, отдает на Никиту Куктика. Куктик, куда он даст передачу? Находится он Сергей Лынько. Сергей Лынько разворачивается и быстрая передача на Куктика-Вольца. Сегодня он еще не забивал, может сейчас у него появится. Убирает он под себя, не дают ему развернуться до конца. И снова мяч у Лынько. Разобрались защитники Динамо с Лынько и начинают свою атаку. Классно разобрался в центре. Честно говоря, не разглядел номер. Похоже, что По-моему, это был 8-й номер, Алексей если не ошибаюсь. Беспалый. Или 22-й все-таки. Все же 15-й. Я имею в виду на центр. Да, ошибаются футболист Динамо на своей половине поля. Денис Каморный уже устал этот футболист. Видно, что не успевает он за более свежим Иваном Коленским. Но сейчас разобрался здорово. Подкараулил сзади. Выбежал и такую передышку для своей Две команды оставшиеся устроил. замены в составе «Динамо» происходят. Появится на поле номер 9, это Максим Шубин, и номер 19, Дмитрий Аксенчик. Если не ошибаюсь, я не появился еще на поле Арсений Страх. Остается он, кажется, единственным футболистом, который остается у, похоже, уже удаленного Виталия Петрусевича в запасе. Ну а что, у главного флажка Сергей Лынько. Интересное решение. Да, наверное, первый раз я вижу Сергея Лынько, исполняющий Может быть, мы стандартное просто не обратили положение. внимания. Но ушел Коскина Миката, нету Овсянника, нету даже Евгения Елизаренко. Кто у нас вице-вице-вице? Дальняя штанга. Подающий. Ого! Дежурил Куктик. Куктик на дальней штанге, немножечко не долетел мяч до его головы, чтобы замкнуть эту передачу. От ворот ведет голкипер «Динамо». Быстро по низу разыграли. И может получится так, а «Динамо» наконец-то смогут они выйти из защиты. Но, судя по прессингу, нет, все-таки получается. 77-й номер, это прорывался он в атаку своей команды, но Алексей Баранов поставил шлагбаум и не смог футболист «Динамо» найти, сделать что-нибудь дельное. И снова так Крумкачев Егор Антонович. Оказался на фланге Сергей Лынько. Снова Антонович. Не просто был Антонович в этой ситуации. Еще одна передача. Крумкачи в дальнейшем не будут иметь, конечно, таких простых, даже в плане игрового сценария, встреч. Остаются у нас две игры с тяжелым соперником, футбольным клубом БГУ. Остается нестабильный, но все же интересный Вакслайн 2. А также встреча, которая, возможно, является самой интересной и привлекательной, в том числе и для болельщиков. Это, конечно же, минское большое дерби минора Крумкачи Юни. Да, это будет последний матч уже. Предпоследний, если я не ошибаюсь, в этом Все-таки, мне сезоне. кажется, по-моему, последний. Мне кажется, что все-таки предпоследний. Виталик, я бы подтвердил с радостью, что это будет последний матч, чтобы как в прошлом сезоне собрался полный стадион и увидел, как Крумкачи выходят в плей-офф, естественно. В этом году на это претендует и Юни, и, в принципе, себе это уже гарантировал, идет на первом месте. Только вчера потерял он очки в матче с Энергетиком со счетом 1-1. Эта встреча закончилась, ну а также, как я уже сказал, БГУ, упомянутый мной, обыграл Туркспор со счетом 4-0. Также сегодня в 6 часов Урожайная принимает Трактор. Урожайная крепкая команда, но почему-то выиграет тогда, когда это не очень нам выгодно. Сегодня же нам скорее выгодно, чтобы Урожайная набрала хоть какие-то очки. Ну а затем, как будет развиваться остальная динамика в турнирной таблице дивизиона, об этом мы узнаем ближе к финальным матчам, когда у нас с Трактором будет хотя бы равенство сыгранных встреч, потому что сегодня у Трактора будет 14-я игра, у Крумкачу сейчас идет только 12-я. Это чтобы вы понимали, друзья. Коленский. Антонович. Хорошая передача. Ну, хорошо прочитал ее защитник «Динамо». Козюренко. Снова долго атака Крумкачев. Козюренко на правом своем фланге атаки уже, даже не защиты. Есть ощущение, что он уже весь матч находится, наш крайний защитник, в атакующих действиях. И, ну, потому что команда БФСО «Динамо» не атакует, в принципе, и почему бы не помочь команде в атаке. И взрезал эту передачу Лынько. Мимо! Ну что ж такое-то, а? Был Лынько заход. не всегда везет. Интересный футболист, но, ты знаешь, дабы он не обиделся, но уж больно невезучий иногда. Не забивает с убойных позиций практически в каждом матче хотя бы один раз.
Ну и забивает часто. Ну, в целом, да, наверное, у него не как у Эрлинга Холланда, чуть ли не 100% реализация моментов, но в целом Сергей забивает много, но не всегда И у реализовывает Холланда свой были момент. плохие моменты. Да. В прошлом сезоне забил всего лишь 38 мячей. Ну кому это нужно? Ну что, Коленский. Пытался он подборе в Януш. одиночку накрутить защиту Динамо и нанести удар, но не смог. Продолжается Мягкий атака навес. Крумкачев. Свечка загорается на штрафной «Динамо». На подборе Андрей Хацкаволец без проблем прокидывает мяч вперед. Лынько здорово разбирается. Ну что, Хацкаволец, скидка под удар. И офсайд. Немного уже, мне кажется, лишнее движение делают наши футболисты. Немножко уже такие пижонские. Уже Конечно, можно да, подурачиться. да, можно но, знаешь, подурачиться, а но- кто обеспечит новый рекорд? Вот интересно. Лынько, штрафной. Еще одна передача. Но здесь здорово играет 24 номер. Арсений Страх, краски нет, вышел он на поле. Да, вышел, и мы этого не заметили. Да, все, израсходного скамейка у «Динамо». У Крумкачева все еще, кажется, остается одна замена, если мне не изменяет память. Я имею в виду по протоколу. Ну что, еще один удар! Антонович! 11-й гол в ворота БФС знамет Егор Антонович. И есть у нас уже рекорд. Похоже, что да. Похоже, что именно «Динамо» оказался тем самым несчастным клубом, на котором был обновлен рекорд. 11-1. 3 единицы, но, к сожалению, для болельщиков «Динамо» 2 единицы на табло. 2 единицы на табло, уже 3 единицы на табло, если быть точным. Нечастое явление в мировом футболе. 11-1, друзья. На 84-й минуте остается время. Сейчас, честно говоря, хоть в квадрат играет для Крумкачева, мало что изменится. Но, знаете, интересный факт. После сегодняшнего матча у Крумкачева уже, кажется, 46 забитых мячей и 10 пропущенных. Причем пропущенный был совсем не обязательный. Больших моментов у «Динамо» в целом так и не появилось. По ходу матча Коленский убегает, можно бить. Коленский Под ушел от себя двоих. удар по центру. Попытка прошить голкипера. Да, на если месте. у тебя может статистика под рукой, ты можешь посмотреть, кто у нас там является самой результативной командой в нашем дивизионе. По-моему, Самое результативное, вот, кстати, что интересно, это Минский «Энергетик». 52 забитых мяча по состоянию на сейчас. Едва ли этот рекорд будет побит но в целом, в этом туре, потому что «Юник», у которого 50 забитых мячей, уже сыграл, и причем с «Энергетиком» играл, и забил всего лишь однажды. Козыренко, без проблем проходит, удар, штанга, ну что, можно подбор. отбивать, удар, 12. Антонович, 12-1. Второй гол, да, наверное, даже не празднует Егор Антонович, даже не празднует, потому что в целом тут все понятно. Тут все понятно, и уже откровенно Крумкаши чисто по игре изгаляются над соперником, который ничего не может ему противопоставить. Увы, для динамовцев это все опыт, пускай и горький, а все же опыт. И в следующем сезоне мы ждем более крепкое «Динамо». «Динамо» образца хотя бы прошлого сезона, которое смогло навязать конкуренцию даже большим второлиговым командам. Да, к сожалению, для «Динамо» возможно, состав поменялся полностью и целиком, и с этим связан такой разгромный счет в этой игре и не самые удачные игры до этого. Ну вот мы с тобой отмечали то, что основная часть футболистов «Динамо» — это футболисты 2007 и 2006 года рождения. В воротах сейчас и вовсе стоит Артем Федоринчик, который 2008 года рождения. Также на поле появился игрок 2008 года рождения Максим Шубин. То есть вообще Максиму Федоринчику лишь месяц назад исполнилось 16 лет, чтобы вы понимали. Да, я думаю, у этих ребят все впереди. Это, да, как ты говорил, это просто опыт, и такое тоже случается в футболе. Я думаю, у всех были горькие поражения и падения, но... Для сравнения, самым младшим футболистом Крумкачева являлся в этом матче Тимофей Мельник. Это 2006 год рождения, и то январь. А мы знаем, что в детско-юношеском футболе есть такая тенденция. Даже были некоторые предложения по рационализации, по, можно сказать, по европейскому футбольному сезону. Предлагали разделить команды, чтобы вторая часть предыдущего года играла в одной команде вместе с первой частью. Следующий вопрос, потому что быстрее дети взрослеют. И разница в полгода, да, может быть довольно критичная. Еще один удар! Здорово играет Федоринчик. Ну что, еще одна подача. Егор Антонович. Спасает свою команду, но так и продолжается Крумкачев. И Взрезов. Будет ли 13-й гол в этом матче?
Намиката. Пытался мягко пробить. Здесь, знаешь, даже такие претензии от футболистов «Динамо» друг к другу, мол, чего не доигрываешь-то? Не сдаются ребята, это приятно. Подмечают ошибки даже тогда, как, в общем-то, все уже ясно. Ну, ведь важно «Динамо» забить хотя бы еще раз. Трактору не отгрузили 2. Чем хуже Крумкадши. Еще один удар и даже, да, вот едва-едва. Лишь офсайд сейчас спасает от 13-го забитого мяча футбольный клуб «Динамо». Да, вот вышел всего полчаса назад Артем Федоринчик, пропустил уже 6 мячей, его предшественник Кирилл Жуков пропустил 7. Ну, да, однако, Крумкадши сегодня раззабивались. В этом сезоне, пожалуй, это самая результативная встреча для нашей команды, в части нашей команды, чтобы сразу 13 забитых мячей, возможно, даже и по всему сезону. Таких матчей еще не было. Но мне вспоминается сразу игра Туркспор Энергетик. Там, по-моему, совсем был уже неприличный счет. Там в районе 14-1, если не ошибаюсь. 13-0. А, 13-0. Да, но опять же, 13 забитых мячей. Вот еще один, это будет рекорд этого сезона по количеству мячей в одном матче. Ну да, по разнице мячей пока у нас лишь плюс 11, Энергетик умудрился сделать плюс 13. С тем же Туркспором Крумкадши, напомню, сыграли со счетом 8-1 не так давно. У Крумкадшоу, в принципе, 3 победы подряд до этого, вот заходят на 4-ю, а без поражений Крумкадши идут и вовсе с момента 2-го тура. Если не считать, конечно, кубковую встречу с футбольным клубом Днепр-Могилев. Но там команда высшей лиги. И потихонечку подходит к концу встречи наша игра. И есть у Линько еще в какой-то момент выходит на оперативный простор. Может забить еще раз, удар! Отдавал Егор передачу Антонович. на Егора Антоновича, не смог он попасть в пустой угол, заблокировал защитник его удар. Не будет пока у нас 13-го гола. И «Динамо» пытается идти в атаку. Неудачная передача. Здесь откровенно уставший 22-й номер. Опять же, забыл я его фамилию. Вот стоило мне только отложить протокол в сторону. Денис Каморный, разумеется. Игрок, которого мы сегодня отмечали. Ярко он смотрелся на фоне нескольких своих одноклубников. Максим Валентюкевич и Денис Каморный. Да, вот такой топ-2, наверное, мой по этому матчу. Не считая, конечно, голкиперов, которые сегодня, помимо того, что пропустили много, да, но ведь сколько спасли. А работы у них было достаточно. Да, мне кажется, если бы не голкипер «Динамо», счет был бы еще более крупный. Так что они тоже должны получить какую-то свою долю аплодисментов, потому что спасали тоже свою команду, и не раз. Однозначно, не без уважения. Не без уважения сегодня уходит футболист из поля. Не без, я бы сказал, вот еще один мяч, и гол! Сергей Линько, забивание, 13-1. И сразу конец встречи, 13-1. Не добавляет ничего. Арбитр просто дает свисток Иван Ковальский. Друзья, 13-1 сегодняшний матч. Я думаю, что комментировать здесь особо нечего. Еще раз отмечу то, что из-за технических проблем мы с вами посмотрели только второй тайм, наиболее насыщенный, правда. Не обделили нас команды событиями. Ну и Крумкадши идут дальше, идут в еще 4 встречи. Напомню я, что 2 встречи предстоит с Минским БГУ. Кроме того, встретимся мы с Макслайном 2 и, разумеется, ждем вас на встрече Юни, Крумкадши Юни, да, точнее, на стадионе РЦОР БГУ. Расписание смотрите в наших социальных сетях и на официальном сайте. Мы с Виталием Витушко смотрели с вами сегодняшний матч. Благодарим вас за то, что были с нами на сегодняшней трансляции. С победой вас, друзья! Да, спасибо, друзья, до новых встреч. Продолжаем свой путь. Ждем, мы уже плывем в второй лиге и ждем Крумкадши там тоже. Всем спасибо, до свидания. Пока-пока!